Телеканал «Якутия-24» продолжает вещание в прямом эфире. Это программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Добрый вечер. Великие имена России. Завершился финальный этап голосования этого всероссийского конкурса. Каковы итоги? Чье имя будет носить главный аэропорт республики? Резонансный суд продолжается. Рассмотрение дела бывшего депутата Илтумен Николая Румянцева перенесли. Почему? Памятник культуры под угрозой. Музей Ярославского в Якутске может обрушиться. На это указывают работники. Насколько эти опасения оправданы? 8 тысяч рублей ежемесячно за аварийный дом. Жители Якутска жалуются на завышенные тарифы за коммуналку, где нет ни газа, ни благоустройства. Откуда берутся такие расчеты, что делать людям дальше? Мех, унты, шубы, экспонаты, сувениры. Завершаются выставки якутских товаропроизводителей в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Праздник к нам приходит. За месяц до Нового года в Москве прошла пресс-конференция Деда Мороза из Великого Устюга. Что сказал там главный сказочный персонаж страны? Рассмотрение дела бывшего депутата Илтумен Республики Николая Румянцева перенесли. Сегодня в ходе первого заседания в Якутском городском суде Румянцев привлек еще одного защитника, юриста своей компании «Колми» Валерия Филатова. Суд это ходатайство о привлечении в дело юриста удовлетворил. В свою очередь Филатов попросил 2 дня для ознакомления с вещественными доказательствами. Это законное требование, и суд его также удовлетворил. Дело рассмотрят в итоге 11 декабря. Напомним, Николай Румянцев обвиняется в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Следствие установило, что в сентябре прошлого года Румянцев сел за руль пьяным и на большой скорости совершил наезд на 3 мужчин. 2 получили телесные повреждения различной тяжести. 1 мужчина скончался на месте аварии. ДТП произошло на Намском тракте. Человек, который со мной вместе работал, человек, который был раньше следователем, он достаточно компетентно будет защищать дополнительно. Поэтому, не для того, чтобы я себя защищал. Я не стараюсь себя защищать, или это, чтобы было правильно, чтобы было все правда. В дальнейшем суд разберется, я думаю. Я совершил наезд на пешеходов, я убил человека, в результате погиб человек. И я не избегаю, я не отрицаю, я готов понести наказание. К другим новостям. Музей имени Ярославского в Якутске вошел в 20-ку лучших музеев России. Об этом недавно стало известно после подведения итогов первого всероссийского народного онлайн-голосования «Мой любимый музей». Лучших выбирали из 1500 российских музеев. В свою очередь, работники Якутского музея рады, но обеспокоены сейчас совсем другой проблемой. Они бьют тревогу. Говорят, что памятник культуры, их головное здание музея может обрушиться, если сегодня не взяться за реконструкцию. В ситуации разбиралась наш корреспондент Марьяна Кутукова. О том, что музей имени Ярославского разрушается, поймешь не сразу. На первый взгляд все в порядке. Проблемы скрыты за экспонатами и гипсокартонной стеной. Трещины отчетливо видны только на окнах. Головное здание музея начали строить в 1913 году. С тех пор проводили лишь косметический ремонт. Пришло время для реконструкции, говорят сотрудники. В здании нужно срочно укреплять ветхий фундамент, иначе оно рухнет. Весной талая вода у нас входит под здание. И доходит до этой отметки. Вот видите, вот. И вот эта вода все идет под здание. И зимой она выпучивается, замерзает. Поэтому здание поднимается. Последствия разрушения фундамента хорошо видны с фасада здания. Спереди все аккуратно прикрыто вот таким пластиковым фартуком в виде кирпича. А сейчас мы находимся позади здания, где эти фартуки нам убрали и открыли. Увиденное шокирует и заставляет задуматься, насколько опасно находиться в этом музее. Кирпичные стены толщиной около метра буквально сыпятся на глазах. Проблема властям республики известна, однако, как всегда, все упирается в деньги. Именно те разрушения, которые наблюдаются по зданию
Якутского объединенного музея имени Ярославского, они у нас были обнаружены только в 2017 году. Нужно понимать, что достаточно большой период времени необходим для подготовки проектно-сметной документации по изысканию финансирования, поэтому, к сожалению, пока вопрос еще открыт. Обсуждали проблему и в парламенте. Работников музея обнадежили. Если бюджет Якутии не урежут, то, возможно, деньги выделят для составления проектно-сметной документации. Лишь тогда можно говорить об укреплении фундамента. Однако на этом проблемы еще не заканчиваются. Поскольку здание нашего краеведческого музея относится к памятникам, то здесь должны работать только те организации, у которых есть лицензии. У нас в республике нет таких организаций, учреждений, предприятий, ближайшие Бурятии. Поэтому, если даже мы финансы возьмем, то предстоит очень большая сложная работа. Укреплять фундамент нужно уже летом, говорят в музее. Работы необходимо завершить к 2022 году, к столетию якутской автономии. Музей не может закрыться в столь ответственный и исторически важный момент. Марьяна Кутукова, Григорий Хлопков, Якутск. Жителям одного из домов в Якутске приходится платить по 8 тысяч каждый месяц за коммунальные и жилищные услуги. И это несмотря на то, что живут они в аварийном доме, где нет ни газа, ни благоустройства. Более того, дом в плачевном состоянии, и люди каждый день живут в страхе оказаться под завалами. А с наступлением зимы появилась другая проблема. В квартирах очень холодно. Репортаж Саргаланы Захаровой. Почему так? Вопрос волнует жителей улицы Шавкунова в Якутске не один год. По 6, а то и 8 тысяч рублей в месяц они платят за коммунальные и жилищные услуги. Аварийный дом, построенный в середине прошлого столетия, разоряет людей. В здании нет ни газа, ни ванны, ни туалета. Все на ведрах. У меня пенсия всего-навсего 12 тысяч. И представьте себе, я 8 тысяч с хвостиком плачу, у меня остается 3 с чем-то. Ужас! Анна Варламова с трудом сдерживает эмоции. Семья еле сводит концы с концами. Спасает небольшая пенсия мужа. Живут скромно, впрочем, как и все жильцы деревянной двухэтажки. О покупке новых квартир не мечтают, не потянут. В такой же ситуации инвалид первой группы Анастасия Винокурова. В доме холодно, приходится ходить в куртке и унтах. Очень стало холодно, жить уже невозможно. Опять, и видите, я одеваюсь в доме таким видом. Еще телевидение пришла, я все сняла. Счета на огромные суммы, несопоставимые с условиями проживания, приходят и к ней. Пенсии не хватает, помогают родственники. Откуда берутся такие платежи, жильцы не могут понять. А туалет вообще всю жизнь не убирали. Мой муж и сосед сверху Александр. Мы субботник делаем весной и осенью вокруг нашего дома. Непроживание в доме не причина для освобождения от выплат, считают поставщики услуг в ситуации Марилены Степановой. Квитанции с 4-значными числами приходят каждый месяц. При этом женщина не живет в доме уже год. Получается, что мы платим ни за что. И причем довольно-таки приличная сумма, где-то около 6 тысяч выходит. Тут и жидкие бытовые отходы, и твердые бытовые отходы, и санитарные узы. Я понимаю, что собственник действительно должен содержать свое жилье, но не платить за то, что он там не живет и не мусорит и так далее. Сравним две квитанции на двухкомнатную квартиру в благоустроенной новостройке и наших героев. В первом случае всего 1500 рублей за жилищные услуги, в том числе уборка двора и вывоз мусора, плюс плата за ремонт коллективных счетчиков, а также обслуживание внутридомового газового оборудования. А теперь возьмем расчет для жильцов аварийного дома. У них вышло почти в 2 раза больше – 2890 рублей. При том, что 2 пункта для оплаты у них отсутствуют. Идем дальше. За коммунальные услуги жители благоустроенной двушки заплатили 3905 рублей. Это электричество, горячая и холодная вода, отопление, общедомовая электроэнергия. А у аварийного дома, несмотря на отсутствие водоснабжения, вышло аж 4500. Только за отопление жителю деревяшки приходится выложить сумму, как за все услуги в благоустроенном доме. В управляющей компании «Юнион», которая обслуживает дом, объяснили, дом старый, а значит и затрат на него больше. Такое состояние дома требует больше работ и услуг для его содержания.
Скорее всего, в таких домах не установлены теплосчетчики, позволяют сэкономить. Коммунальщики же по нормативам, их не интересует аварийный дом, не аварийный, они же поставляют свои услуги в том же объеме, в который поставляют во все дома. Поэтому у них цены одинаковые везде. Но с другой стороны, негодование жильцов понять можно. Условий нет, а платить приходится. Остается надеяться только на программу переселения. Указанный дом также включен в реестр, предоставленный в адрес Министерства строительства для учета при формировании второго этапа федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Конкретные сроки расселения и сноса домов будут известны только после утверждения программы. Программа длится 6 лет. В какой именно этап попадут жильцы, пока сказать сложно. Главное, чтобы дом выдержал, а то и расселять будет уже некого. Сарглана Захарова, Семен Семенов, Якутск. В СВФУ откроют сетевую академию компании Huawei. Университеты, это международная компания, подписали соглашение об открытии инфокоммуникационной академии. Она занимается проведением обучения на оборудовании компании Huawei. Занятия будут проводиться на базе кафедры многоканальные телекоммуникационные системы Института математики и информатики СВФУ. Huawei безвозмездно предоставит необходимые технические и методические материалы. Студенты получат необходимые знания и навыки в области современных инфокоммуникационных технологий, подготовятся к прохождению сертификационных экзаменов. Также среди студентов СВФУ, только уже другого института медицинского, проходит олимпиада для будущих хирургов. Участие принимают студенты всех курсов. Детали и подробности конкурса у Юрия Осипова. Перед олимпиадой тренировки. Для подготовки используют специальные тренажеры. Будущие хирурги готовятся проводить операции на органах животных. Работа хирурга очень тонкая. На лапароскопическом тренажере студенты отрабатывают свою мелкую моторику. Что происходит внутри коробки, занимающийся может видеть только на экране. Тем самым отрабатываются навыки хирургической работы. Анна без особых проблем управляется с тренажером. Для девушки это уже 3-я олимпиада хирургов. Ну, во-первых, это дает мне огромный опыт знакомства со многими хирургами, действующими, с клиническими ординаторами и с ребятами, которые также заинтересованы в хирургии. Андрей – ветеран хирургической олимпиады. Выступает в 4-й раз. Усердно готовится к каждому этапу. Олимпиада становится все тяжелее и интереснее. Конкурсы постоянно меняются, задание усложняется, и нас ставят в новые ситуации для общего развития. И мы это практикуемся как и в клинике мединститута, в симуляционном центре, так и здесь, в операционной анатомического корпуса. В этом году из-за большого количества участников олимпиаду разделили на 2 этапа. В первый вошли задания, которые касаются начальных этапов обучения. После него из 100 участников остались 34. Второй этап сложнее, для более подготовленных. Он пройдет 14 декабря. В него вошли сложные операции на кишечнике, сердце и сосудах. Знание теоретической болезни, симптомов, синдромов недостаточно для хирурга. Для хирурга одно из лидирующих мест занимает практические навыки. Поэтому, когда они приходят в кружок, попадают в сборную, выезжают на выездные олимпиады, они окунаются в самую гущу профессии. Победители олимпиады попадут в сборную Якутии. Она отправится на межрегиональный конкурс, который пройдет в феврале следующего года. Юрий Осипов, Григорий Охлопков, Якутск. В столице организовали научно-техническую конференцию на тему изменения климата, инноваций для устойчивого развития арктических территорий. Во встрече приняли участие представители Академии наук, СВФУ, авторы стартапов. Они представили свои проекты. Главный гость события – профессор Массачусетского института технологий Скотт Стерн. Сообщили, что по итогам обсуждений сформируют резолюцию, в которую войдут наиболее актуальные предложения участников. Используя знания MIT, просто выстроить свою экосистему. Мы, знаете, вот мы говорим, что невозможно создать вторую силиконовую долину, да, это понятно, но найти то место, на котором мы вырастем, мне кажется, это возможно, потому что вот мы скоро запустим IT-парк, да, у нас на подходе мы будем, скорее всего, создавать биотехнологический парк, да, у нас будет, скорее всего, инновационный квартал, да, и вот в этом районе мы как раз находимся, да, и мы думаем, надеемся, что мы когда-нибудь станем привлекательны для зарубежных стартапов.
Сейчас короткая пауза, буквально меньше 1 минуты. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Великие имена России завершился финальный этап голосования этого всероссийского конкурса. Каковы итоги, чье имя будет носить главный аэропорт Якутии? Мех, унты, шубы, экспонаты, сувениры завершаются выставки якутских товаропроизводителей в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». И праздник к нам приходит. За месяц до Нового года в Москве прошла пресс-конференция Деда Мороза. Что сказал, о чем говорил главный сказочный персонаж страны. Это Якутия-24, прямой эфир, программа «Итоги дня». Влад Давыдов, я продолжаю выпуск. Открытие ледовых переправ на трассе Вилюй и Колыма перенесено на 3 декабря. Это связано с выходом наледей на реке Вилюй. Местами там глубина достигает 1 метра. В настоящее время дорожники производят работы по восстановлению проезжей части ледовой переправы и по возведению дамбы. А на федеральной трассе Колыма ледовый зимник через реку Алдан по маршруту Хандага-Мегина-Алдан на 365-м километре планируется открыть также 3 декабря. А через реку Лену Якутск, Нижний Бестях ориентировочно откроют 5 января будущего года. Однако, исходя из состояния толщины льда и погодных условий, эти сроки открытия могут быть скорректированы. Ниже 45 градусов мороза сегодня зафиксировано в 7 населенных пунктах Якутии: в Амге, Батагае, Верхоянске, Крест-Хальджае, Охотском, Перевозе, Чурапче и Итыккёле. А в Якутске сегодня минус 39, на территории столицы актированными днями считаются 45, 48 и 50. Ниже этих отметок не учатся с 1 по 5 классы, по 8 и 11 соответственно. Информацию об актированных днях можно получить ежедневно с 6 утра на сайте якутского УГМС. В муниципалитетах дни, которые считаются актированными, устанавливают на местах. Продукт «Моя мед» стал победителем всероссийского конкурса «Предприниматель России-2018». Ученица 10 класса Маинской школы Даяна Игнатьева заняла 1 место в номинации «Сельскохозяйственное предпринимательство». Это не случайно. Маинская школа имеет агротехнический и политехнический профиль, а с 2014 года работает по программе бизнес-инкубатора. Даяна занимается изготовлением натурального меда, в том числе с добавлением натурпродуктов, шиповника, орех. Сообщается, что в 2016 году из Башкирии туда привезли пчел, они и дают высококачественный продукт. По данным, мед прошел все ветеринарные экспертизы и даже имеет сертификат «Сделано в Якутии», что подтверждает натуральность и безопасность продукта. После конкурса я чувствую себя опытной, и во время конкурса я познакомилась с другими предпринимателями, и благодаря социальным сетям я с ними сейчас общаюсь. Этим летом мне удалось получить от 7 пчелосемей 210 килограммов. И этот мед мы, как апробация бизнес-проекта, мы использовали для изготовления своих продуктов. В следующем году у меня есть план создать мед-суфле с земляникой. Вот, например, есть мед-суфле с шиповником. Почему бы не с земляникой? Она очень популярная у нас в Якутии. Завершился финальный этап голосования всероссийского конкурса «Великие имена России». Напомню, согласно этому проекту, 45 аэропортам страны будут присвоены имена известных россиян. Каковы итоги, чье имя будет носить главный аэропорт у нас в Якутии? Сюжет Дмитрия Тымырова. Вот чье имя теперь будет носить международный аэропорт города Якутска. Имя Платона Алексеевича Аюнского стало абсолютным лидером в голосовании на сайте великиеимена.рф. За него отдали свои голоса 24 748 россиян. Второе место у первого президента Якутии Михаила Николаева. Третье у легендарного летчика Валерия Кузьмина. Четвертое у основателя Якутска Петра Бекетова. Я считаю, что логично назвать именем Кузьмина, потому что это аэропорт, а он первый пилот, который действительно прославился, как первый пилот из народа Саха. Поэтому я считаю, что аэропорт должен быть имени Кузьмина.
Наш порт достоин, конечно, как и все остальное. И носить имя Аюнского – это великий для нас человек. Но все-таки было бы логичней, если бы его называли именем героя труда Кузьмина. Все-таки связано с авиацией. Действительно, он внес вклад в историю Якутии, в образование Якутской автономной социалистической республики. Неоценимый вклад. Это наша гордость, имя Тантинского улуса. Из Тантинского улуса все великие вот эти деятели вышли именно из Тантинского улуса. Я очень горда этим, что имя аэропорта будет носить Аюнский. Платон Аюнский победил, уверены политологи, из-за его весомого вклада в становление Якутии. Потому что это именно тот человек, который внес наиболее значительный вклад в духовную жизнь народа в 20 веке и выводит народ, нашу республику на общий, скажем, национальный уровень, на уровень всей страны. Поэтому, конечно, люди с большим воодушевлением голосуют за его имя. И это вполне оправданно. Окончательные итоги конкурса «Великие имена России» подведут 5 декабря. Реализация начнется в 2019 году. Новые имена получат 45 крупных аэропортов страны. Дмитрий Тымыров, Илья Сыромятников, Якутск. На неделе завершаются выставки якутских товаропроизводителей. Это в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Сюжет Анастасии Даниловой. Меховые изделия, унты, шубы, музейные экспонаты, сувенирные изделия, а также местные издательства. Что только не встретишь здесь, на выставке народных промыслов. Здесь ощущается весь якутский колорит и самобытность нашего народа. Екатерина вяжет шапки-ушанки для холодной якутской зимы. Любовь к спицам и крючкам ей навязала подруга. В выставках участвует впервые. Мастерица признает, в технике еще нужно расти, но от клиентов уже отбоя нет. Да, у меня есть покупатели постоянные. Даже вот недавно в Киргизию увезли 2 шапки, заказали. Ушанки тоже, между прочим. На север девчонки с Чукурдаха были тоже. И подружки приезжали, летом меня нашли. Тоже заказывали, летом даже вязала ушанки. Есть и новички народного промысла. Учитель английского языка по образованию Тит вместе с другом 2-й год занимается лазерной резкой. В мастерской они создают бижутерию, сувенирную продукцию, декоративные элементы. В основном работают на заказ. Идея о собственном производстве мастерам пришла случайно. Сначала это было хобби, то есть мы занимались 3D-моделированием. То есть мы рисовали чертежи, потом поняли, что из них можно делать, из лазерного станка можно их нарезать. И потом вот сами собрали свой собственный лазерный станок большой, 1,5 на 1,5 метра, и начали вот заниматься этим. То есть в последующем из хобби это переросло вот уже в дело. Вечером на выставке прошли семинар «Патенты в меховой промышленности и товарные знаки», а также мастер-класс по изготовлению и украшению имбирных пряников. Анастасия Данилова, Григорий Охлопков, Якутск. В Якутске в Триумфе торжественно открыли ярмарку «Тепло Якутии». Название говорит само за себя. Специально к фестивалю «Зима начинается с Якутии» приехала, как ее называют, королева русского меха Ирина Крутикова. С собой модельер из Москвы привезла 3 эксклюзивные кроликовые шубы, одну из которых подарят победительнице конкурса «Снежная краса Якутии». Завершится работа ярмарки 2 декабря. В России вот самый меховой город мехов, называется Пятигорск, да, который на юге. Ну как-то Пятигорск город мехов, а Якутск что? Почему Якутск не город мехов? Должен быть город мехов. Дед Мороз. Откуда Дед Мороз должен начинать свой путь? Вот зима начинается с Якутии. Дед Мороз должен жить в Якутии, и из Якутии уже путешествовать по всей стране по мере того, как зима туда приходит. Это же разумно, правда? И логично. Тем временем гости фестиваля «Зима начинается с Якутии» познакомились с культурой и ювелирными традициями Якутии. В рамках мероприятия в столице открыли персональную выставку молодого якутского художника Семена Луканси. На выставке представлены 10 картин, наполненные символичными узорами, архаичными предметами. Творчество Луканси посвящено северным народам и якутской природе. Известно, что работы художника находятся в частных коллекциях разных стран. Выставка будет работать до конца года. Все поют, стихи читают, рисуют, танцуют.
Невероятно. Невероятно. Я даже не понимаю, почему это так, все здесь собрано. Но ювелирное, боже мой. Самые лучшие бриллианты это в Якутии. И сейчас еще нашли, еще одно открытие сделали. Ну и уж, конечно, изделие тоже великолепное. Потрясающее. Плюс соединение бриллиантов с конским волосом. Это супер. Ну а за месяц до Нового года в Москве прошла пресс-конференция Деда Мороза из Великого Устюга. Главный сказочный персонаж страны о грядущем путешествии рассказал и ответил на разные вопросы. Из Москвы передает наш корреспондент Татьяна Черемкина. В предновогодних мероприятиях это первая пресс-конференция главного волшебника страны. Дед Мороз рассказал, что является почетным серебряным волонтером, и в ближайшие дни он проведет встречу с волонтерами России. Костюм, в котором появился перед детворой и журналистами Дед Мороз, называется «Лунное сияние». Это исторический костюм, его сшили мастера Дома мод Деда Мороза для Олимпиады в Сочи. Главный сказочный персонаж ответил на непосредственные забавные вопросы ребятни и поделился секретом, как правильно загадать желание. Ведь Новый год – это волшебное время, и в чудо верим все мы, без исключения. Завтра начинается зима, а главный Дед Мороз страны отправится в большое новогоднее путешествие. Увидеть волшебника смогут жители около 30 городов, в том числе и жители Якутии. С помощью радио, дистанционно из Москвы. Я желаю всем счастья, удачи, и чтобы зима в этом году в Якутии была по-настоящему волшебной. Искрящийся снег, а морозы были не такими страшными. Более того, открою вам секрет. Завтра я обязательно приеду к вам в республику и лично поздравлю моего друга Шисхана с наступлением настоящей зимы. Как известно, наступающий год пройдет под знаком свиньи. На встречу в ТАСС пригласили руководителя театра мини-пигов Ксению Ремезову со своими питомцами. Появление этих милых животных, живых символов Нового года, вызвало восторг у ребятишек. Возрастает интерес. Накануне праздников, конечно, ажиотаж есть. Любое исполнение желаний начинается с мечты. Мечтайте, будьте счастливы, делайте добрые дела. Такими словами завершил встречу Дед Мороз. Татьяна Черемкина, Михаил Кулаков, Москва. Таковы итоги дня. Оставайтесь на канале Якутия 24. Будьте в курсе всех событий. Хороших вам выходных.